Как же так? Сейчас, согласно действующему законодательству, представитель малого бизнеса имеет возможность предоставлять необходимую информацию во все регулирующие государственные органы в двух форматах. Так, да? Так. В бумажном и в электронном. Теперь вы в правительственной редакции приносите законопроект и предлагаете убрать этот двойной формат, ввести только цифровую отчетность. А вот в этой таблице, посмотрите, аргументы Министерства национальной экономики. Ничего не вникли, не разобрались, готов ли у нас интернет, а аргументы улучшить позицию в международном рейтинге. Слушай, уже добегали с этими рейтингами. И до вас тут, министра экономики, все аргументы на эти рейтинги. В конце концов, оказалось, международные рейтинги ничего не стоят эти. Аннулировали их, отказались. У предпринимателей просто исчезает выбор. Мы же загоняем их. Если у предпринимателя отсутствуют технические возможности, а если еще глубже пойти, отсутствуют и навыки, бағана айтқандай, ауылдағы кісілер болса, то цифровые документы, понятно, в срок предоставлены не будет. Вы это сами понимаете и заложили вот такую отлагательную, как вы говорите, норму. С 1 января 2023 года договорились. При этом сейчас вице-министр, я заострил внимание, вы слышали, уважаемые коллеги, неоднократно называет дату 2025 жил. Вы что делаете? Знаете, что в эти сроки обеспечить стопроцентный охват интернетом невозможно? Причем ваши вице-министры, я ознакомился с заседанием рабочей группы и комитетами, на них это подтверждают. Говорят, не будет у нас устойчивого интернета ауылдарда. Цифры назвали 1178 и 768. Но при этом вы упорно идете отменить бумажный, сделать цифровой. При этом наказывать предпринимателей. Вы же полный хаос посеете в отчетности. Господин министр, ну чем вы думаете, когда вы такие документы принимаете, голосуете, государственные мужи, и приносите в парламент? У вас же получается одностороннее движение. Вы заранее ставите предпринимателей страны в такие условия, когда, не обеспечив доступность качества интернета, не научив работать с цифровыми документами, вы уже предусмотрели в отраслевых законах ответственность за неисполнение требований всех информационных регуляторных инструментов. Но если вы такие требования закладываете, вы тогда к предпринимателям, но тогда вы и к себе заложите, пожалуйста, высокие требования. Во-первых, взять на себя обязательство обеспечить до 1 января 2023 года стопроцентный охват качественным интернетом. Вот тогда я понимаю, это по-партнерски. Асет Арманович, ну что за министр национальной экономики, который приносит сюда вот такой законопроект? Неотработанный, не знающий основные подходы. Вы вообще в отрыве от экономики тогда писали этот документ, господин министр. Объясните, пожалуйста, вот депутату, как это можно было принести сюда законопроект, поставить условия всех предпринимателей, в которых вы, ваши коллеги из Министерства цифрового развития, сегодня говорите, нет, мы не успеем к 1 января качественный интернет. Но при этом мы убираем бумажные и начнем их всех штрафовать. Ну, вы что делаете? Пожалуйста, объясните.